Мне один вопрос задали, я его тоже считаю очень важным, на него ответить в контексте этого всего нашего обсуждения. Если больше вопросов не будет, я тогда выйду. Я его тоже сейчас зачитывать не буду. Тут мне скинули вот это видео Дугина, помните, этот, который говорит там, этот бессознательный ислам, этномифология, вот типа это русские, вот так они сделали. Я хочу вот этот прокомментировать эту болтовню этого Дугина, грубо говоря, да. Вот что там Дугин, вот я хочу обратиться сейчас внимательно слушать и чеченцев, и вот этих, тех, кто дома находятся, да. Вот что там говорит Дугин у доски, обратите внимание, что он говорит. Он говорит, вот ислам, вот салафизм, это политический ислам, а вот есть традиционный ислам, это бессознательный ислам, он говорит. Бессознательный ислам он его называет. И это он называет их союзник. Он говорит, нам нужен вот такой бессознательный ислам и этномифология. Этномифология, о которой он там говорит, это вот этот дешевый национализм. И он говорит, вот это нам нужно поддерживать в народах Кавказа, и нам нужен вот такой бессознательный ислам. И он говорит, вот с помощью него у нас получилась хорошая операция в республике, и с помощью этого мы победили. Это вот кто союзником, получается, у них выступил, и они кого называют союзником своим, и кого они говорят, что это им нужно. Бессознательный ислам, это что такое? Это труп, который лежит, да? Они говорят, что им нужен вот такой вот ислам, который как труп лежит и не понимает. Погуглите, что означает вот этот термин бессознательный ислам, и погуглите, что означает этномифология. И поймете, Дугин говорит, что вот это нужно Москве развивать на Кавказе среди народов. Теперь, что касается его вот этого ложного заявления, типа Масхадов, Закаев, они типа там на демократию поставили, а Басаев, Удугов, они были ваххабитами. Какие бы они были ваххабитами? Что за чушь Дугин несет? Помните, есть съемка, по-моему, 98 год, это начало, где Шамиль Басаев выступает там против ваххабитов, речь толкает. И призывает как бы ашаритов, да, как им скажем, что они должны больше по религии говорить, показывать хороший пример. Где там у ваххабит? Нету никакого ваххабита Шамиля Басаева, то, что Дугин там хочет сейчас навязать. Если у Басаева сознание менялось, оно постепенно менялось. Никакие джамааты он не создавал. Вот я сейчас обосновал, да, что джамааты явления вообще не связаны с Шамилем Басаевым. Вообще, от слова вообще они с ним не связаны. Я, по-моему, это обоснованно здесь рассказал. И еще один, последнее. Когда он говорит, что вот этот политический ислам, он как бы неприемлемый в лице этих салафитов, а вот этот вот традиционный, типа, который был на Кавказе, это он нормальный такой, российский ислам. Я хотел бы вот это вот ложное его утверждение, как он обманывает, передергивает, есть опровергнуть. Мухаммад Яраги, да, вот с Мухаммад Яраги я начну, нашего шейха 19 века, да, он был ваххабитом, да, не был, даже этот человек как бы представитель ашаритов, да. Гази Мухаммад, он был салафитом или ваххабитом, не был, он тоже представитель ашаритской направления, ашаритов, да. Шамиль Басаев был, вот этот Ташу Хаджи был, Сеснер Воххадж. И так далее. Я их возьмем, даже этого Кунта Хаджи возьмем, вот кадарийский тарикат, да. Кадарийский тарикат, когда на Кавказе появился, Кунта Хаджи был тоже как ваххабит тогда. Вот эти местные, которые были накшбандийские мулы, им вот этот кадарийский тарикат был неприемлемым, Кунта Хаджи был неприемлемым. Он тогда как бы своего рода радикал и ваххабист был. Поэтому на него сделали заявление. И его поэтому за это депортировали, сослали в ссылку, да. А в уголовном деле, вот то, что я читал, какие-то документы, что ему вменялось в вину этому Кунта Хаджи, там как бы вот этот аят есть, когда малая группа победила большую группу.
с помощью Аллаха. Но как бы он какую-то хутбу делал, и вот это рассказал он там как бы. И это у него легло в основу обвинения, что он готовит бунт и революцию. И кто это мог вот так объяснить российскому командованию, этот аят о чем говорит, вот в контексте чего этот аят ниспослан, да? Этот же он не был таким пацифистом, как его сегодня хотят дома показать. Если Кунта Хаджи был таким пацифистом, почему его мюриды в 1877 году восстание такое подняли и сражались? Я уже об этом говорил, вот этот Орца Чермоев, которого мечом награждают Кадырова, и он там с почетом берет эту саблю. Этой саблей Орца Чермоев рубил этих мюридов Кунта Хаджи в 1977 восстании. Они не были ваххабитами, салафитами, да? Или Али Митаева возьмем, Юсупа Кашкальдинского, вот эти много, которые были, эти шейхи, эти устазы, да, начиная вот с Мухаммад Ярагин возьмем, да, с Гази Мухаммада, с имама Шамиля и так далее, они за что сражались? Почему Россия против них сражалась? Из-за ваххабизма? Из-за салафизма? Из-за, как я вначале говорил, вся власть принадлежит Аллаху. Когда какие-то мусульмане претендуют на власть, вот это для России неприемлемо. А будут они там салафитами, ашаритами, это их вообще не интересует. Главное, чтобы они не претендовали на власть. Как только они претендуют на власть, это для России неприемлемо. Я сейчас не хочу в укор как бы сказать, я надеюсь, меня правильно поймут, я положительно высказывался, да, о деятельности и Чумакова, Амзата, и Исы Чичоева. Ну вот они салафиты, но Россия им ничего не делает, да, они живут в России, и Россия их за это не сажает. Почему? Потому что они не претендуют на власть, они не покушаются на госустройство. И тогда этот салафизм приемлем для русских. Вот для Дугина, который вот эту манипуляцию там создает, вот меня можно назвать салафитом, да? И вот я говорю, я мурид этого и Али Митаева, и Юсупа Кашкальдинского, Нажмудина Гацинского, Али Акушинского, и этих Кунта Хаджи, и Ташу Хаджи, и Гази Мухаммада, и Мухаммад Ярага. Я считаю, что я продолжаю их дело. Или мы считаем. Вот это Хута Ахмадов, то, что я вам говорил, помните, в 98 году Меджлис Шура, совещание после Гудермеса, на этом Меджлисе Хута Ахмадов встает, и он именно вот эту речь говорит, которую я сказал. Он говорит, вы обвиняете, что мы не почитаем, не относимся с уважением там, к Авлия, и Абдурахман зачитывает аят, как мы можем не признавать Авлия, если Аллах в Коране о них говорит. И потом про устазов, и вот точно, как я сказал, Хута Ахмадов говорит, мы продолжаем путь вот этих устазов, вот мы ихние продолжители ихнего пути. Вот то же самое я говорю, где у нас здесь противоречие, то, что Дугин хочет это как-то противоставить эту тему. Вот я себя считаю продолжателем ихнего дела. Мы продолжаем то, что они начали и несли до нас. Вот с этого Мухаммад Яраги, скажем, как главного, да, который вот реформу эту запустил. Поэтому вот этот Дугин, то, что там рассказывает, должны понимать, что это пропаганда именно, попытка манипуляции сознанием мусульман. Все, я извиняюсь, что я занял ваше. Если вопросов нет, то я тогда прекращу.